Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. Сегодня 8 марта. Я всех женщин, девушек поздравляю. И желаю, чтобы вы были самые счастливые всегда. И, учитывая вообще весь этот праздник, я желаю вам зарабатывать наравне с мужчинами. То есть, чтобы ваша зарплата, ваш доход прибавлялся так же, как у мужчин. В этом суть праздника. Отстаивание прав женщин. Давайте сегодня проведем очень интересный обзор. Мне, видимо, в честь праздника как раз сегодня пришел заказ Таро в гробу. Это называется жуткое Таро, да? Жуткое Таро, Макабри Таро. Очень интересная колода Саманта Рук. Вот. Такая вот колода интересная, да, вот упаковка. Вообще мне так понравилось. Я когда увидела, я сразу же такая, мне точно это надо в коллекцию, срочно, вот я хочу такое. А когда пришла коробка, я вообще очень сильно обалдела над размерами, потому что я думала, что это какой-то маленький гроб, а это здоровенный такой гробина. Вот. И, конечно, я хочу это все показать срочно всем. Давайте вместе вскрывать. Торжественный момент, потому что, я даже ножницы сегодня приготовила, что обычно за мной не наблюдается, да. Давайте открывать там вместе эту новинку с вами. Нашу с вами новинку, я не знаю, может быть, колода-то и не сильно, да, может, уже давно известная. Но вот у меня она впервые, и я очень рада. Кстати, карты порассматривала перед этим чуть-чуть в интернете и поняла, что, классные карты вообще, веселенькие, такие веселенькие. Так, хорошо, у нас тут есть, значит, гроб. Гроб, как ты гроб открываешься? Как ты гробик открываешь? О, вот так он и открывается, как гробик. И у него музыка играет. Так, снова. Обалдеть! Так. Тут у нас, значит, с вами книжка. Гробик. Давайте с нее книжку рассмотрим. Я такого еще не видала, чтобы еще с музыкальным сопровождением колода была. Это вообще обалдеть можно, конечно. Сами карты не в форме гробов, они прямоугольные. Вот. Но гроб — это что-то. Давайте карты быстренько достанем из гроба. Тут еще, как вот оно вообще все тут устроено. Прикольно, конечно, это. Сделали такую вставку пластиковую. Да все, успокойся, гробик. Так, теперь карты. Смотрите, они у нас с золотым краем оказались, да? Я не знала про золотой край. Это дорогие, конечно, дорогие карты. И, конечно, то, что край золотой, я считаю, что это похвально. И сама коробка, вот заметьте, она вся с золотым тиснением, да? То есть это вообще потрясающий продукт. Вот, книжка, кстати, тоже типа должна сверкать, но нет, это цвет просто такой. Так, давайте рассматривать карты. Смотрите, такая рубашечка интересная, вся такая в скелетиках, в черепках, да, летучие мыши. То есть все это вот такое. Тут у нас, значит, смотрите, шут, маг это заяц, да, вау. Так, Дивайн богиня, что ли, получается, жрица, да? Ага. Давайте будем переводить потом, да, я все эти слова, конечно, императрица, я буду так по классике называть. Император, надо будет, конечно, это все переводить, читать. Это у нас иерофант. Кстати, заметьте, такая отрубленная рука листает, да, колдовскую книгу, там разные, смотрите, заклинания, значит, написаны. Интересно. Вау, влюбленные — это сиамские близнецы. Ага, колесница. Колесница у нас — это вообще тень в темноте с светящимися глазами, да? Вау. Так, сила. Рука со змеей, да? Отшельник. Это этот чумной доктор же, чумной доктор.
Блин, прикольно вообще. Колесо фортуны. Но веселее у меня колоды не было, да? Это точно. Правосудие. Значит, песочные часы, сверху весы, снизу череп, да? Повешенный. Висит скелет русалки вниз головой. Русалка, да? Скелет русалки. Это вообще что-то новенькое. Так, ну, конечно, 13-й аркан. Это тоже гробик, да, такой. Моль это вот, как я ее там забыла. Дальше, значит, умеренность, смотрите. Льется, да, в бокал тоже. Только вот что. Дьявол, это козерог, как обычно, я, да. Башня. Такой домик. Смотрите-ка. Полнолуние. Все как надо. Не разрушенное, да. Ветхое здание. Звезда. Вау, какая звезда интересная. Медуза Горгона, да. Луна. Стиль потрясающий, конечно. Солнце, вы посмотрите на это солнце. Так, суд. Да, товарищи, суд изменился. Мир тоже. Ух ты, туз костей. Позвоночник. Двойка это ноги? Это не руки, это ноги, явно ступни. Тройка. Это кости, ну, чего-то там со змеей. Четверка. Еще какие-то кости. Пятерка и еще какие-то. Это ключичная, мне кажется. Или реберная, да? Так, шестерка. Интересно. Семерка. Восьмерка. Мы уже понимаем, что кости это жезлы, видимо, да? Девятка. Десятка. Террор. Найтмаре. Это что у нас интересно? Так, это охотник? Хаунтинг. Да? Надо это все переводить, товарищи, переводить. Тут у нас, значит, ножи, да? Ну, какие-то вот особенные ножи. Я обязательно переведу масти, переведу название старших арканов, сделанные тут, да? Я не все знаю эти слова. Ну, прикольно вообще, конечно. Руки проткнутые. Тут у нас... Так, я вот прям хочу узнать прямо сейчас, что это означает. Сейчас я буду смотреть, потому что мне прям очень интересно это слово. Ночное что? Сейчас я найду этот ответ на свой вопрос. Сейчас, минуточку. У меня, правда, такое вот, знаете, это долгое зажигание. Кошмар. Это слово кошмар. Ночной кошмар. Так, даггерс. Кинжал, да. Ну, кинжал, ночной кошмар и кинжалов. Так, получается. Так, ну это должен быть охотник, но я все равно переведу. Ну, преследующий, да. Преследующий и охотник это одно и то же. Дальше. Масакр. Резня. Вот это резня. Резня. Так, тут у нас кристаллы, да? Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка. Вот это получается, как слово переводится, да? Впрямую переводится, как и у нас. Ужас, да, ужас. Это ужас, это ночной кошмар, это преследование, охотник, да, а это у нас, блин, я уже опять забыла. Резня, вот, резня, слово-то какое, да, еще трудно запомнить это слово, так, кубки, а кубки у нее кубками, значит, да, сделаны, интересно, двойка, прикольно, тени. Да, тени с бокалами. Этого отравили, смотрите. Так, пятерка. Боже ж ты мой. Ну только посмотрите на это. Шестерка.
Семерка. Восьмерка это паук. Девятка. Вы посмотрите. Десятка. Значит, ужас. Ночной кошмар. Охотник. Резня. Так, давайте переведем все же старшие арканы. Мне прям интересно стало. Давайте переведем. Как вот у нее, да, старшие арканы. Это шут однозначно. Это шут, маг. Вот, значит, это у нас должно быть богиня. Или божество, да? Божество. Так, дальше, значит. Ну, почему богиня подумала? Потому что жрица. Так, это русалка должно быть, да? Это русалка. Эфириал. Эфирный. Ну-ка, если это эфириал. Ну, эфирный. Странно. Но ведь больше на русалку тянет, да? Ну вот, ладно, эфирный. Кто-то эфирный. Кстати, кто знает, как еще переводится слово ethereal, обязательно напишите. Так, жесткий. Эфирный, жесткий, да? Дальше. Ну, это руководство должно быть, guide. Руководство. Нет, гид. Ну, гид. Ну, гид и руководство это же одно и то же, да? Дальше, значит, влюбленные. Колесница. Сила. Отшельник. Эти мы знаем, да, переводы все. Колесо фортуны. Правосудие. Это тоже знаем. Повешенный. Это тоже знаем. Это тоже знаем. И это. Тут вроде бы других-то нету, да, больше. Вот тут башня, звезда. Да, вот все, мы только на первых там, да, с вами споткнулись. Да, все. Значит, все перевели, да. Это у нас кости. Ну, все, все переводы есть. В общем, вот такой интересный обзор. Сразу все перевела, где запнулась. Вот. Ну и колода. Пишите свое мнение об этой колоде. Мне она, конечно, безумно понравилась. Сейчас уберу ее обратно в гроб. Ой. Да все, успокойся. Вот, поэтому пишите свое мнение, купили бы вы такую себе и стали бы на ней гадать и на какую тему. Всем пока и до новых встреч.